Селям алейкум, сайгватели Сержелер. В эфире выпуск программы «Софрага Буернес», и я снова рада приветствовать вас на нашей уютной кухне. Национальные блюда, которые передаются из поколения в поколение, имеют огромную ценность, а умение вкусно приготовить и красиво их подать – это своего рода настоящее искусство. Героиня сегодняшней программы поделится изумительным блюдом. У нас в гостях целеустремленная, обаятельная женщина, директор школы номер 44 Гульнара Ханум Муртазаева. Качество работы коллектива зависит не только от профессионализма, но и от навыков управляющего. Ведь важнейшими показателями успеха организации являются поставленные цели и задачи руководителя. Героиня сегодняшней программы – директор школы номер 44 Гульнара Ханум Наримановна. Безумная любовь к детям, к педагогическому составу и к работе способствует развитию и движению идти в ногу со временем. Гульнара Ханум ставит профессиональные задачи, которые важны сегодня и будут актуальны на протяжении долгого времени. А самое главное, она умеет находить пути их решения. И сегодня Гульнара Наримановна поделится с нами изумительным национальным блюдом крымских татар на гостеприимной кухне «Софрага Буернес». Селям алейкум, Гульнара Ханум, рада вас видеть у нас в гостях. Алейкум селям, Эльвина. Я также очень рада видеть вас. Большое спасибо вам и телеканалу за то, что имею возможность побывать на вашей передаче и предложить блюдо. Очень приятно. Гульнара Ханум, какое блюдо мы сегодня будем готовить? Что это будет? Это будет традиционное блюдо крымских татар, рецепт моей хартаны. Оно называется макарна или же бахлала лахша. Интересно, а какие ингредиенты нам понадобятся для приготовления такого блюда? Ну, конечно, вот тесто. Если мы, допустим, будем его раскатывать, то оно делится на определенные квадратики, формируются либо квадратики, либо лахша, либо бантики. Телезрители по желанию могут сами раскатать, а могут приобрести готовые полуфабрикаты. Совершенно верно. Следующее и основное – это бахла, фасоль. Она должна быть красненькая, либо рябая. Фасоль вообще бобовая – это любимое блюдо нашего народа. Оно используется в разных абсолютно вариациях, и в салатах, и в горячих блюдах. Бантики, фасоль, я вижу у нас мясо. Без мяса мы никак. Мой дедушка, он был нугай, он очень всегда просил хартану, чтобы она в это блюдо добавляла мясо, потому что нугайляр без мяса вообще не представляет своего существования. Опять же, представители южного берега Крыма добавляли джевес, орехи, практически в каждое второе блюдо, вплоть до того, что моя бабушка подавала даже торшу, иногда с джевезом. Это вот у нас одно блюдо, но мы еще будем готовить сегодня салат. Да, салатик обязательно, соответственно, овощи. Это красный перец, это перец стручковый, это лук, грибы и опять же джевес. Фасоль обязательно. Хорошо, Гульнара Ханум. Тогда мы начнем. А пока я поставлю воду для наших бантиков и для фасоли. Предлагаю вам приступить к мясу и к луку. Давайте. Держите. Мелко-мелко нарезаем мясо. Хорошо. Я займусь луком. Мы нарезаем полукольцами, да? Да. Гульнара Ханум, кем вы мечтали быть в детстве? Я абсолютно счастливый человек с точки зрения того, что вообще счастливый человек. Мне всегда в жизни везет на хороших людей, на хорошие отношения, но и на хорошую семью повезло. То есть я родилась в семье двух совершенно любящих друг друга людей, совершенно гармоничной семье, которые жили одними интересами, одними взглядами. И когда только я начала воспринимать мир, я вокруг себя увидела огромную литературу, то есть огромное количество книг, огромную библиотеку моего отца. В этих книгах было все, но в них так много рассказывалось о путешествиях, о развитии личности как таковой. Как ни парадоксально звучит, но очень мне хотелось быть путешественником. Вот, познавать мир. На этом фоне писать какие-то короткие рассказы, писать стихи, это я тоже люблю и могу. И мне кажется, вот это все было сформировано от той замечательной жизни, которую мне дали моя семья, мои родители. Я единственная дочь в семье, дочь долюбленная. Очень здорово. Гульнара Ханум, вы достаточно серьезный и ответственный руководитель, но мало кто знает, что по образованию вы кибернетик. Женщина-кибернетик – это достаточно удивительно. Расскажите, почему вы выбрали именно это направление когда-то в свое время? По поводу образования – это вообще отдельная история. Два образования – экономист
математик и юрист. То, что касается кибернетики, в свое время, живя в роскошном городе Ташкент, поняла, что есть что-то очень интересное и перспективное. Вы понимаете, что сама по себе кибернетика как наука, она в определенный период развитого социализма воспринималась как буржуазная лженаука. Что такое экономическая кибернетика? Это моделирование ситуации, то есть построение модели развития как такового, то и каким образом с помощью принятия решений разрешить ту или иную ситуацию, которую вы планируете в жизни себе обеспечить. Папа работал деканом факультета экономической кибернетики Ташкентского института народного хозяйства. Да. И, в принципе, другого варианта особо и не было. И не обсуждался, да. Но он так мне замечательно рассказал о перспективе этой деятельности, что в принципе, обосновав то, что, Гуля, если ты получишь профессию математика, то все другое освоить для тебя будет не проблематично. И я абсолютно с ним согласна. Научили меня и моделировать ситуацию, и прогнозировать ситуацию, и строить шаги, как разрешить ту или иную ситуацию. Очень интересная наука, это как бы глубокоемкая, которую можно применять во всех сферах. Абсолютно верно. Вот интересно узнать, есть ли у вас в семье какая-либо традиция, либо блюдо какое-то, которое собирает всю семью? Собрать всю семью очень проблематично. Но мы собираемся, конечно, иной раз по праздникам, нашим замечательным, традиционным, крымско-татарским. Самое любимое блюдо? Самое любимое блюдо, наверное, у всех крымских татар. Его можно есть бесконечно и готовить бесконечно. Наверное, чебуреки люди с удовольствием едят. Наша семья любит и мучные блюда, и овощные блюда, но чебуреки – это здорово. В каждой семье крымских татар традиционно готовят плов, который собирает семью, который собирает друзей. Мне кажется, это два блюда, которые можно всегда принимать и всегда получаешь удовольствие. Я с вами полностью согласна. Что может быть лучше родных крымско-татарских блюд? А готовите вы часто? К сожалению, очень редко. Готовлю вкусно. Это мне, наверное, все-таки передалось от моей хартаны, которую я безумно люблю. Потому что мы сейчас готовим это блюдо, да? Да. Осталось. Да, она была уникальная женщина, очень эмоциональная, дочь белого офицера Джафира и совершенно замечательной Айше Беляловой, домохозяйки, была очень креативная, она была очень эмоциональная. Готовя, она всегда пела народные песни. Бабушка у меня в сердце, как, наверное, у всех крымских татар, биташки, хартанашки, да. Это большое место занимает. И воспоминания с детства. И воспоминания с детства, да. Кстати, вот если у нас нет мяса, еще вместо мяса добавлять либо сыр, либо брынзу. Угу. Мясо нарезали, лук нарезали. Предлагаю вам, Гульнара Ханум, перейти к следующему этапу, к обжариванию. Наша вода уже закипает почти. Думаю, добавим сейчас сюда бантики наши, да? Да. А вам предлагаю, Гульнара Ханум, добавить фасоль. Фасоль – это сила, храбрость, влияет на физическую силу человека. Поэтому фасоль зачастую даже и мясо заменяет. Приступим к обжариванию. Для этого мы добавляем оливковое масло. Пока нагревается наше масло, Гульнара Ханум, я хотела бы у вас спросить, есть ли у вас такой человек, который для вас, возможно, является наставником, либо авторитетом является для вас? Очень интересно узнать. Ну, наверное, в моем, в хорошем смысле, роскошном возрасте наставником должна быть я сама себе, либо другим уже. На формирование меня как личности и наставниками в моей жизни являлись два человека. Это, конечно, мой Акаджи Харбаба и мой отец. Но он меня всегда учил определенным канонам, определенным нормам. Может, не все удалось. Ну, жить с добром, никогда не ненавидеть людей, даже своих, если бы это твои враги, нужно понять, в чем ты не права, понять и простить. Сеять все-таки доброе, вечное и не сосредотачиваться на негативах. Мой дедушка был первый нарком финансов Крыма, вот, и я очень им горжусь. Это очень интересная история. Кстати, во время Великой Отечественной войны, когда здесь, собственно, были оккупированные территории немецко-фашистских захватчиков, золото партии вывозил дедушка под его эгидой. Он очень был интересной личностью. Вот он был с умом, да? Да, очень удивительный. Был первый выпускник на Ленинградского финансово-экономического института еще в 1936 году. И в 1936 году он был первый образованный финансовый инспектор, который прибыл в Алушту работать на южный берег Крыма. И там же он и познакомился
парень из Джанкоя познакомился с моей южнобережной бабушкой. А авторитетной личностью, говорю абсолютно искренне, без тени, так сказать, сомнения. Вернувшись в Крым, ты попадаешь в определенное сообщество. Вот в этом сообществе я очередной виток моей жизни, я очередной раз встретила человека, который на сегодняшний день является для меня авторитетом. Речь идет о депутате Государственной Думы Руслане Исмаиловиче Бальбеке. Я знаю достаточно давно этого молодого человека. Я его знаю достаточный период его жизни, с периода его становления до сегодняшнего момента. И говорю о нем абсолютно объективно. Он всегда отстаивал во все времена. Он привержен был определенной идее, которую не изменял и не изменяет по сей день. Он всегда исполняет то, что обещает. Он помогает нашей школе так, как не помогает никто. И, собственно говоря, у нас есть и попечительский совет, есть очень много разных школа развивается, депутатов, которые приходят, что-то обещают. Но это человек, у которого всегда предложения не расходятся с его решениями. Если говорить об авторитете, он авторитетная личность для меня. И я уверена, что он, находясь в своем еще таком замечательном возрасте, еще впереди достигнет определенных глобальных успехов. Очень интересно вот по поводу авторитетных личностей и наставников. Мое мнение. Да, здорово. Наше масло разогрелось. Мы добавляем мясо, посолим наше мясо. Вот оно уже такое. Уже чувствуется аромат. Да. Гульнара Ханым, когда вы говорили о своем детстве, я запомнила, что вы пишете стихи и пробовали себя в этом направлении. Расскажите подробно, что вы пишете, кому посвящаете, откуда берете вдохновение. И вообще из всех жанров литературы я очень люблю поэзию. Но опять же, это мне привито отцом. Стихи пишу я давно. Сначала это было связано с детскими впечатлениями, то есть с ощущением красоты. Моя любовь к Крыму, любовь к этому полуострову, она пересилила все. Это ни с чем не сравнимо, да? Ни с чем не сравнимо. Путь по публикации поэтического сборника планируется, потому что я достаточный период жила в Питере, и у меня есть там определенный круг общения, литературный клуб, которые мне всегда советуют: Гульнара, ты должна публиковать стихи, кроме своих научных. Это после прочтения, да? Да, после прочтения. Есть люди, которые влияют на это мое, так сказать, судьбоносное увлечение. Надеюсь, до меня тоже дойдет этот сборник. Я хочу прочитать вашу работу. Да. Гульнара Ханым, вы говорили о том, что нужно добавить немного воды. Прошу. Чтобы мясо потушилось. Вот. И на сколько минут мы оставляем? Минут на 20. В принципе, у нас здесь практически все готово. Предлагаю вам перейти к следующему блюду, к нашему салату. С удовольствием. Готовя салатик, мы начнем с того, что будем нарезать болгарский перец, горький перец, красный лук. Что вы доверите мне? Вам я доверю грибы, а сама буду нарезать все виды перца. Тогда начинаем. Гульнара Ханым, я знаю, что вы активно развивались в научной деятельности. Об этом свидетельствует множество статей, публикаций. Расскажите, как пришла идея развиваться в этом направлении? Наукой я занимаюсь давно. У меня даже на этот счет родилось четверостишье. Наука – это мука, а может быть отрада. Кого-то отвергает, кому-то она рада. Поэтому я считаю, что мне она рада, и я этим с радостью занимаюсь, начиная с начала 90-х годов. Была на 93-й год целевым аспирантом Совета по изучению производительных сил Академии наук Украины. В городе Киеве я защитила кандидатскую диссертацию, которую, на мой взгляд, идею ее я выносила достаточно долго. Тема кандидатской диссертации именовалась «Социально-экономические и политико-правовые проблемы возвращения и адаптации крымских татар». Даже такая тема. Да, вот такая тема, потому что начало 90-х очень много было полемики на этот счет. Была первая государственная программа, связанная с переселением крымских татар на постоянное место жительства в Автономную Республику Крым. Работа была написана. Мне опять же повезло, я уже говорила, что мне везет на хороших людей, на встречи с этими людьми, на перекрестке. И приехав в Киев для того, чтобы защитить эту работу, готовую диссертацию, я попала в Академию наук, где люди, собственно говоря, были настроены по-научному. Интересно, а вы решили заняться такой темой, да? Я смею утверждать, что я набралась смелости. И сейчас же смею утверждать, что я первая среди крымских татар с точки зрения кафедры и трибуны и научного изыскания занялась этой проблематикой. Цель исследования – каким образом внедрить возвращающийся производственный, интеллектуальный потенциал крымских татар в экономику региона так, чтобы она была задействована
оптимально. Когда я встала за трибуну, я поняла, что я должна это сделать, и я это сделала. Честное слово, я удивлена, Гульнара Ханум. Стоит отдать вам должное. Работа проделана колоссальная. То, что касается науки, это все мне доставляло удовольствие. Говорить о своем народе с точки зрения трибуны громко на тот момент в Киеве мне было совершенно радостно. Вот. Но, хоть и сложно, но радостно. Я заявилась о том, что мы есть. Многие в Украине не предполагали, что как таковой этот народ существует. Даже в центре такого города, как Киев, где находится Академия наук, уважаемая мною. Ну вот, зато у меня был имидж крымской татарки, так как таковой, и мне было радостно от этого. И вот, опять же, вера моя бесконечная в сказку и в чудеса породила вот такое дежавю, когда я вернулась на постоянное место жительства до 2014 года. Я работала директором представительской группы компании российской в Республике Казахстан. Вернулась в 2014 году в Крым, увидела, что школа, о которой я писала в своем диссертационном исследовании, как один из самых глобальных социальных проектов, школа в местах компактных поселений крымских татар, национальная школа возведена, и выглядит она вот так вот успешно. Что это меня, конечно, потрясло. То есть я вот вам говорю однозначно, просто эта школа видна из моего окна. И я, когда это увидела воочию, я дошла до нее, постояла возле нее, пришла и была совершенно изумлена, что это все реализовалось. Машаллах, я горжусь вами. Вот даже сейчас, работая в школе, я очень увлечена идеей, чтобы наших учителей, каждого третьего нужно совершенствовать, каждого третьего нужно обучать, потому что это молодые учителя. Я надеюсь, что вот эти проекты какие-то, которые я задумала для себя в дальнейшем, они выведут их на степень кандидатов педагогических наук. Я уверена, что у вас это все получится. Уверена, да. Гульнара Ханум, смотрите, грибочки я нарезала. Предлагаю вам переложить перец. Красота у нас получается. Да. Вы берете джевас, орехи измельчаете, а я беру замечательный горький перец и тоже измельчаю. Отлично. Гульнара Ханум, сейчас вы занимаете очень серьезную должность, очень много ответственности, очень серьезная задача. Как вам вообще работа в школе? Из чего она состоит? Судьба меня бросает в разные страны, государства, в разные, так сказать, на разные должности, в разные профили. Это не значит, что все просто так происходит. Мне кажется, все, чему я в жизни обучилась, позволило мне пройти аттестационную комиссию и занять должность директора образовательного учреждения, такого как школа номер 44. Эта школа, она уникальна. Если говорить о содержании, то в любой школе это 3 персонажа. Да? Это ученики, это учителя и родители. Честно, положа руку на сердце, что самое замечательное – это ученики. С таким счастьем и радостью бегу в 44-ю школу, понимая, что эта школа для меня одновременно и большая ответственность, и удовольствие. Наш народ, наконец, в этих микрорайонах построился. Наконец-то появилась школа. Появилась школа, выстроил замечательные уникальные дома. Теперь осталось совсем немного поднять детей. В данном случае дети, которые обучаются в школе, они уникальны по-своему. Это уникальная ментальность, уникальное поведение, уникальная радость. Сложностей с общением с ними у меня практически нет, потому что, не получая образования никогда психолога, я уверена, что психология – это дар, данный свыше. Это интуитивно. Чувствуешь детей, они многие ко мне тянутся. Любят вас, да? Любят, я уверена, что любят. Они бегут навстречу, когда и в день, когда ты слушаешь энное количество «Селям алейкум мудирамас», это приятно. очень приятно, это очень достойно и приятно. Беседуете ли вы с детками? Спрашиваете? Беседую постоянно. Говорю о том, что двери директора для вас открыты. Директорский кабинет – это не место для наказания и порок. Директорский кабинет – это место, где вы можете посоветоваться, где вы можете изложить свою позицию, где вы можете рассказать, чем вы можете полезны быть в школе. И поверьте, это имеет свой эффект. А согласно закону России об образовании, директором такого образовательного учреждения должен быть управленец, который понимает смысл своего нахождения здесь и понимает смысл развития такого проекта, как с вами полностью школа. Согласна. Дальнейшее движение вперед не обеспечено только с помощью этих детей. Гульнара Ханум, очень интересная позиция, если честно, по поводу того, что вы так открыты для детей. Вот если я вспоминаю свои школьные годы, то я боялась, если честно, кабинет директора. Мне казалось, что там все строго, будут ругать. А вы
достаточно открытый человек и готовый всегда помочь. Они очень четко понимают, что можно, что нельзя. Меня радуют учителя, которые работают над собой. У нас в школе 70% учителей молодые учителя. Это выпускники КИПУ, либо КФУ. Это ребята, которые стремятся одновременно, конечно, и получить какие-то дивиденды за то, что они делают, но и одновременно это и те, которые могут как-то реагировать на новые проекты замечательно и могут вносить что-то новое, возможно. Да, вносить что-то новое. Вот сейчас год уже в роли директора, в должности директора. Вы ощущаете? Я это ощущаю, полную отдачу. Я очень благодарна своим учителям. И я вот сейчас чувствую, что у меня есть та команда, которая может выдержать любой проект. Машаллах. Да, Думаю, они вас дорогого также стоит. любят, да, и вам очень Это признательны. Сау, мне приятно, да. Гульнара Ханым, смотрите, орехи я измельчила. Можем использовать и для салата, и для макарна. Настало время нарезать помидор. Так, лучок нарезаем кольцами, и помидор тоже кольцами. Гульнара Ханым, я часто просматриваю сюжеты и замечаю, как ваша школа активно развивается, создаются новые проекты. Расскажите о них подробнее. Что в планах на 2019 год? Во-первых, активно развилась сфера доп. Образования. Открытие шахматной школы. О, это очень интересно. Она прекрасная шахматная школа. И самый большой процент учеников на доп. Образование ходит к этому учителю. Шахматная школа Седамета Караева, мастер спорта ФИДЕ. И второе – это робототехника. Все так связано с логикой мышления, да. молодцы. С логикой, с мышлением. И лицом этой школы стал тоже очень известный в узких кругах инженеров и физиков, и радиофизиков, сертифицированный тренер Ибрагим Феттаев. Поэтому вот эти два проекта они заиграли. Наш народ очень любит, конечно, все творческое. В гуманитарном теперь парке работает, у нас открыт Крымско-татарский музыкальный театр. Возглавляет этот театр студия, да, артистка, бывшая Крымско-татарского музыкального театра Лиля Усеинова, первый исполнитель роли Арзахыс еще на 90-е годы. И самое, на мой взгляд, замечательно, что у нас теперь еще базируется музыкальный центр «Вокал», ведет замечательная певица, заслуженная артистка Татарстана Эмине Мустафаева. И у нас же работает прекрасная, просто звезда. Та звезда, которая, на мой взгляд, просто звезда. Это ансамбль «Елдазлар» под руководством Маири Анафеевой. Молодцы. Всех известных талантливых личностей собрали в 44-й школе. В этом и есть менеджмент. Гульнара Ханым, с чего мы начнем? Сейчас мы перемешаем все наши ингредиенты и потом добавим зелень, по вкусу чеснок. Думаю, у нас все будет вкусно и очень красиво. Это то, о чем я говорила в начале программы «Презентабельность». Гульнара Ханым, вот о работе вы рассказали, мы познакомились с вашей работой поближе. А хотелось бы узнать о вашей семье, какая вы дома, сколько у вас внучек, детей и все, расскажите. Для меня семья – это моя мама замечательная, ей уже 83 года. Машаллах. Да, она уникальная личность по-своему тоже. И она великий дипломат, она сплачивает всех нас. Она сплачивала всегда нашу семью, она всегда взаимодействовала с пожилыми людьми. Ей жизнь даровала счастье жизни с таким замечательным, удивительным, любимым человеком, как мой отец. У меня есть дочь, которой я очень горжусь, Зера. Ей уже 35 лет. Зера по образованию экономист, финансист. И у моей Зеры 4 замечательных детей. Да. Красота! У вас 4 внуков? У меня 4 внуков, чем я очень горжусь. Вот мне так кажется, вот, молодая бабушка. Это все, ради чего я живу. Все это последнее время, все, чем я дышу, именно внуки, научили меня понять, как я могу любить. Что может быть лучше вот старость провести среди внуков, среди детей? Так, теперь все аккуратно перемешиваем. Добавляем специи в итоге. Наш замечательный салат готов, но не стоит забывать и о главном нашем блюде. Нижний слой, как я говорила, и как говорила моя замечательная Хартана, все базируется на здоровье. Следующий слой – бахла. Бахла, замечательно. Бахла – это у нас любовь. Желаю нашему народу процветания на самом деле. И чем больше мы будем друг друга любить, чем здоровее будет нация, тем будет лучше для всех. И сверху взаимопонимание. Вот поэтому это модернизированное блюдо, благодаря моему харбабе, приобрело новый окрас. Но не хватает успешности. Вот. Ореху, да, пирамида. Сверху мы посыпаем все и становимся
и понимаемы, становимся и любимы, и становимся успешны. Дорогие телезрители, обратите внимание, какие замечательные блюда у нас получились. Они пронизаны вековой историей. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Всем телезрителям я желаю мира в Отечестве, мира Крымскому полуострову, мира в семьях, безопасности в семьях, здоровья и желания жить в Крыму, жить радостно со всеми другими народами, со всеми другими традициями, здоровья и любви. И процветания Процветания Крыма. Çok sağ olun Гульнара Ханум, что пришли к нам в гости, поделились такими замечательными рецептами. Аш татлы olsun. Дорогие телезрители, пусть все ваши цели и желания воплотятся в реальность, а вы в свою очередь добавляйте такие замечательные рецепты в свою копилочку. Это была программа «Сofraga Buyurunuz», Аш татлы olsun, Корочки Инди.